Добавим, что в настоящее время угрозы подтопления населенных пунктов нет. По словам специалистов, уровни воды значительно ниже критических отметок. Тем не менее, все оперативные службы в Якутске, в Хангаласском, Улусе, Намском, Усть-Алданском районах приведены в режим повышенной готовности. По порядку и подробнее наш корреспондент Юрий Осипов. Ледоход на Лене продвигается к столице на 3 суток раньше нормы. Одни из факторов, повлиявшие на это, относительно теплая зима, малое количество осадков и ранняя затяжная весна. Плюсовая температура в республике была отмечена почти на неделю раньше обычного. Уровни ниже критических, но все равно готовится и городу Якутску, и Хангаласскому, и Кангаласскому, и Усть-Алданскому, и Намскому району. В принципе, районы отчитали, что все мероприятия выполнены, и готовность к прохождению весеннего половодья по Лене нормальная. Напомню, что в прошлом году в районе Табагинского мыса, 1660 километре реки Лены, образовался затор. Здесь было опасно проводить взрывные работы, так как затор стоял над магистральным газопроводом. Было решено не рисковать и направить туда ледокол «Капитан Бабичев». Благодаря этому решению тогда удалось избежать наводнения в столице. В этом году к такому повороту событий приготовились заранее. Сложно сказать, как у нас будут формироваться заторные явления. По крайней мере, больших заторов не было. У нас 2 ледокола «Лорпа» подготовлены. Они уже и с топливом, и с экипажами, поэтому если потребность будет, выйдут и там поработают. Сейчас переправиться на тот берег возможно на судах на воздушной подушке. Они курсируют ежедневно с территории городского пляжа. Цена проезда 2000 рублей. Но если на реке сложится опасная ситуация, ездить перестанут и они. Обычно как? Вот сейчас будет проходить река, подойдет, значит, нижняя кромка подойдет. Это значит, пойдут двухэтажные лавиной лед. Это время, конечно, мы будем стоять, это очень опасно ходить. Это мы можем и стоять, и ходить. Может эта лавина пройти ночью, понимаете? Она по-разному проходит. А потом, значит, слава богу, если затора не будет, он идет ровно. Это время мы уже ходим. В случае густого ледохода на реке суда на воздушных подушках перестанут курсировать. А для связи с заречными районами будет обеспечена перевозка пассажиров на вертолете. Как только они перестанут ходить, авиакомпания начнет выполнять вертолетные рейсы. Рейсы будут выполняться из аэропорта Маган в сторону Нижнего Бесьяха, а если точнее в местности Манятах, курсировать вертолет будет в зависимости от загрузки. Вертолет Ми-8 может перевести до 22 человек. На сегодняшний день стоимость перелета еще не определена. Но, как нам сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», тариф будет экономически обоснованным. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.